Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Первая цифровая и последняя традиционная. Сегодня завершается всероссийская перепись населения. Географический диктант написали в Якутии. Расскажем подробности просветительской акции этого года. Настоящая зима начинается в Якутске. Синоптики прогнозируют похолодание в столице ближайшей ночью. Первая цифровая и последняя традиционная всероссийская перепись населения завершается сегодня. Как отметил ранее в своем обращении глава Якутии Айсан Николаев, результаты переписи будут использованы для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития республики. Завтра пройдет пресс-конференция «Успех переписи. Заслуга сотен тысяч людей», где представят новые подробности проведения кампании, а также детали работы с полученными данными. Высокий уровень заболеваемости коронавирусом сохраняется в Якутии. Еще 286 человек заразились ковидом за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них 138 в Якутске. 17 человек заболели в Алданском районе, 14 в Мирнинском, по 13 в Нерюнгринском, Алекминском и Хангаласском районах. 12 заболевших обнаружили в Мегино-Кангаласском районе, 11 в Нюрбинском, 7 в Вилюйском районе. Еще в 13 районах от 1 до 6 заражений. Лаборатории региона провели более 4200 исследований на ковид. Партию жидкого медицинского кислорода общим объемом 16 тонн доставили в столицу республики из Хабаровска. Еще 8 тонн из Нерюнгри, где собственное производство запустило местное предприятие. Об этом сообщает пресс-служба Минпромгеологии региона. Напомним, первым региональным производителем жидкого медицинского кислорода стала нерюнгринская компания «Кислород Якутии». В будущем планируется, что такие предприятия появятся и в Якутске. А среди россиян, получивших вакцину от ковида, дополнительно разыграют денежные призы. Постановление правительства вступило в силу сегодня. Поощрение в размере 100 тысяч рублей получат 1000 человек. Участвовать в акции смогут все, кто поставил любую российскую вакцину до проведения розыгрыша. При этом, если прививка состоит из 2 компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами. Мероприятие проведут на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Правительство России по просьбе регионов приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов. Они позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают. Сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, приезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Минфин назвал условия для освобождения семей с детьми от налога с продажи жилья. На льготу могут претендовать родители 2 или более несовершеннолетних детей или детей до 24 лет, обучающихся очно. Кроме того, новая квартира должна быть куплена в тот же год, когда была продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года. В данной поправке в налоговый кодекс уточняется, что если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, должна пройти полная оплата по договору. Также кадастровая стоимость недвижимости или ее общая площадь должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом не должна превышать 50 миллионов рублей кадастровая стоимость проданного жилья, отмечается в документе. Новые здания 13 школ введут в республике в текущем году. Об этом сообщила министр экономики региона Майя Данилова. В октябре правительство России утвердило перечень из новых 42 стратегических инициатив развития страны до 2030 года. Их реализуют в форме федеральных проектов по 6 ключевым направлениям. 412 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на создание креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Кроме того, в этом году в республике введут здания 13 школ. В прошлом году ввели 9 зданий, в 2019 году 7, рассказала министр. В республике прошел фестиваль «Наука 0+». Мероприятие провели в онлайн-формате. В этом году рассмотрели более 230 тем, от генетики до освоения космоса. Подробнее расскажет Надежда Саханская.
«Наука 0+» – всероссийский фестиваль науки, ежегодно проводимый с 2013 года. Главная цель фестиваля – популяризация науки среди аудитории всех возрастов, о чем в частности говорит его слоган «Наука 0+, наука для всех». В научном фестивале нет, там не то, что самый интересный момент, а, наверное, его самая главная цель – это вовлечение молодежи в науку, чтобы наука стала массовой и, наверное, в Якутии выросло то поколение, которое будет двигать науку в будущем в республике. Молодое поколение активно принимает участие в фестивале. Мероприятие проводится в Якутии уже в 9-й раз, и главным оператором выступает Северо-Восточный федеральный университет, в котором 2021 год объявлен годом молодого исследователя. В нашем университете 2021 год объявлен годом молодого исследователя. Это говорит о том, что наш университет уделяет огромное внимание подготовке молодых исследователей, подготовке научных кадров высшей квалификации. И здесь, безусловно, важно, чтобы школьники со школьной скамьи понимали важность и необходимость научных исследований. Рассказать в доступной и интересной форме о последних достижениях науки, а также познакомить с прорывными исследованиями во многих областях – вот задача фестиваля. Принять участие в мероприятии в качестве слушателя может каждый. Науке все возрасты покорны. Именно поэтому фестиваль «Наука 0+» не имеет возрастных ограничений. К слову, он продлится 3 дня в дистанционном формате, куда может подключиться любой желающий. Здесь каждый найдет себе пищу для ума и темы для вдохновения. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Именную стипендию первого президента республики Михаила Николаева «Знанием победишь» вручили в 20-й раз. В этом году ее обладателями стали 5 лучших педагогов и школьников. Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что именная награда первого президента стала одной из ведущих в России, которая способствует выявлению талантливых детей и выступает оценкой деятельности педагогов. Обладатели стипендии своими компетенциями и знаниями, лидерскими способностями продолжают прославлять родную страну, внося свой вклад в ее развитие, отметил руководитель региона. Масштабную международную просветительскую акцию «Географический диктант» провели сегодня. Ее организовало Русское географическое общество. На протяжении 6 лет ежегодно все желающие могут проверить свои знания. Валерия Наумова продолжит тему. Шпаргалки не нужны, берите глобус. Нет никаких ограничений, их не должно быть для того, чтобы знать Россию и интересоваться своим отечеством. Географический диктант – это не только сухие факты, но и вопросы на логику. Участникам традиционно было предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов. Также попытать свои силы можно было в онлайн-формате. Всего в республике организованы 333 специально подготовленных площадок для написания диктанта. Примечательно то, что Якутия 3 года первых диктанта была лидером и по количеству участников, и по количеству созданных площадок. Ну, понятно, что у нас регион не такой большой в плане количества жителей, поэтому нас обошли. Да. Но мы не сдаемся. Вот. У нас очень любят географию, у нас очень любят свою Якутию, и, я уверен, любят свою страну. Помимо того, что участники проверяли свои знания, также в программе мероприятия состоялась товарищеская встреча с почетным полярником России Николаем Находкиным. Вообще очень интересно понимать и знать свое место там на земле. Интересные места. У нас очень уникальная страна, и поэтому я просто уверен, что людям очень нужны географические знания. Я вот сколько мне лет, я вот каждый раз себе делаю географические открытия. Участники такого интеллектуального путешествия по России узнали много нового о нашей стране. Касаясь 3 великих океанов, она лежит, раскинув города. Эти строки написал Константин Симонов о нашей родине. Действительно, география России очень обширна и велика. И изучать ее нужно не только в школе. Если вдруг вы заинтересовались написанием географического диктанта, то у вас впереди есть еще целый год, потому что данное мероприятие уже стало ежегодным. И есть время на подготовку. Валерия Наумова, Владимир Павлов, Якутск.
Музей истории Якутска проведет выставку-конкурс декоративно-прикладного творчества «Тайны елочных игрушек». В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». С 16 ноября по 4 декабря горожане смогут представить в музее свои новогодние украшения для участия в конкурсе в 3 номинациях: ретро-игрушка, современная елочная игрушка и елочная игрушка-символ 2022 года. В каждой из них жюри определит по 3 победителя, которые получат дипломы и ценные призы. Далее о спорте. Якутская «Заря» проиграла дублю «Газпром» Югры в гостевом матче 8-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей точными ударами отметились Даниил Тахтаров, Игорь Чернявский, Илья Шамис и Алексей Егин. Единственный мяч якутян забил Афанасий Федоров. После этой игры «Заря» идет на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 10 очков. В следующем туре якутские футболисты сыграют с сургутской командой «Факел ГТС». Матч пройдет 20 ноября. Хорошая передача. Шамис! 3-1! Илья... А гол якутянина Артема Соколова помог юношеской сборной России выиграть у команды Германии в матче 2-го тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе россиян помимо якутского полузащитника точными ударами отметились Ярослав Гладышев и Эдуард Багринцев. Для Соколова это результативное действие стало вторым в отборочном турнире. В первом матче против греков якутянин отметился голевой передачей. Российские футболисты после 2-го тура возглавляют группу, обеспечив себе выход в элитный раунд. В их активе 6 очков после 2 туров. В следующем матче россияне сыграют с командой Фарерских островов. В завершении о погоде. Синоптики прогнозируют похолодание в столице республики в ночь на понедельник. Так, столбик термометра опустится до минус 34 градусов. Днем до минус 23, минус 25. Морозы ожидаются на севере и северо-западе Якутии, по Верхоянию до минус 36-41 градуса. На юго-востоке и Колыме до минус 21-34. Местами минус 13, минус 18. На юго-западе и востоке минус 10, минус 15. Местами минус 4, минус 9 градусов. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.